Тра-та-та-та-там, пататим, та-та-тарам. Здравствуй, мой юный, обладающий счастливым гаражом дружочек. Я сегодня, как и прежде, с новой сказкой к вам пришла. Сегодня я расскажу тебе сказку, как сделать прекрасным данный терем. Задолбали люди, которые говорят: приведи свой гараж в порядок, сделай его более органичным, сделай его более функциональным. А я задумался, а действительно, можно ли сделать свой гараж или какое-то рабочее место более функциональным, более органичным? Я немного подготовился уже относительно. И теперь мы немного с вами пробежимся и что-то доделаем. Поехали! Итак, мы в святая святых мужской обители, в гараже. Гараж — это вообще мистическая дислокация, мистическое положение, мистическое вообще какое-то помещение. В гараже происходит все. От починки автомобиля до жестких пьянок. От разбора мотора внутреннего сгорания до разбора таранки под пиво. Ее же тоже надо почистить, разобрать. Но все это, как уже мне сказали, и я сам это на самом деле понял, нужно делать гармонично. Этакий органайзер. Вот такая на генетическом уровне осталась постсоветских времен. В гараже должно быть всего много. Всего. Я не знаю, нахрена это все мне нужно, но это есть. И этого много. И оно когда-нибудь пригодится. Этакий Плюшкин. Это я. Дальше. С чего я начал? Я решил слегка вот аккуратизировать такое непонятное слово. Нету его в русском словаре. Это я придумал. Вот, сделать все аккуратно. Такой небольшой органайзер, небольшую доску подглядел, конечно, там где-то у американцев, у наших, у умельцев всяких. Ну, как мог, так и сделал. Просто доска, прикрутил саморезы, повесил ключики, сделал речку, в которой сделал дырки. Замечательно в нее входят все отвертки. Все замечательно укладывается. Сам Иосиф Виссарионович, так сказать, одобрил. Теперь я хочу сделать небольшую, скажем так, небольшое крепление под свои биты, под отвертки, под шуруповерт, под сверла всякие. Каким образом, чтобы они не терялись, чтобы они потом я их при этом в банке не выискивал, потому что вещи мелкие. Я решил сделать такую штуку. Я купил обычный магнит для ножей, который на кухне мы вешаем. Буду его я вешать вот сюда, как раз на самое видное место. И, соответственно, на него прикреплять это все дело. Что ж, приступим. Первым делом, что мне нужно? Понятное дело, дерево старое. Я беру наждачку и убираю все ненужные заусеницы, все, что может помешать креплению данной штуки. А спросите, зачем ты убираешь заусеницу и уже прикручиваешь? Для начала я ее, чтобы правильно, и мало ли я передумаю, я посажу это дело на двойной скотч. Расскажу всем, опять-таки, мы же бородатые советы, мы говорим очевидные вещи. Вот, чтоб после наждачки двойной скотч, каким бы он мощным и каким бы он хорошим не был, чтобы он сел нормально, нам нужно что? Берем просто лоскут тряпки, а тряпка должна быть в гараже, практически в любом. Вот силы тоже должны быть, чтобы ее порвать, а сил нету. О, появились. Вот. Берем лоскутик, берем растворитель, слегка смочили и обезжирили. Протерли, чтобы здесь у нас ничего такого не осталось. Так вот, пары идут. Вот так вот сюда, вот так вот, и опачки. Раз, наклеили. Вот сюда, вот так вот, и опачки. И вот сюда тоже раз. И наклеили. Вот так вот. И это дело нас не осложнит. Так,
Где у меня тут мои ножницы? Ножницы мои, вот они. Видите, все под рукой, все удобно. Ах, говорят, падают ножницы. Женщина придет. Не пускайте женщин в гараж. Мужики, это последний оплот нашей свободы. Не надо. Женщин здесь быть не должно. Ты не пройдешь! Ну, на самом деле, можно и без него обойтись, без этого скотча. Но я человек, как бы, не особо расторопный. Вот. После того, как скотч двусторонний у нас прихватился, мы берем и просто-напросто, опачки, закрутили раз. Ага, и зафиксировали. О, круто. Есть. То есть теперь я могу спокойно раз свои битки распределять, да, там полотна. И все. Вуаля, как говорится. У кого? У нас? У нас говорится. Все у нас говорится. Никакие не французы. Это все бред. Вот, теперь я могу с легонца разгрузить свой чемоданчик шуруповерта и пришпандорить все это дело вот так вот. Раз, два, три. Вот теперь все красиво. Собственно говоря, для чего саморезы нам нужны? Во-первых, чтобы они были. Вот чтобы мне их не терять и не искать везде, я придумал себе вот такие вот баночки, куда я их, собственно говоря, и складываю. Но прикол в чем? Прикол в том, что сложив саморезы в этой баночке, у меня может потеряться сама баночка. Чтобы этого у меня не случилось, я сделал следующее. Я специально взял баночки пластиковые с закручивающимися крышечками и делаю следующим моментом. Да? То есть я беру крышку, ставлю с двух сторон, прикручиваю ее теми же саморезами. Ага. И фокус. Мои саморезы. Вуаля. Они никуда не делись. И они у меня, собственно говоря, на виду. То есть, когда мне нужны саморезы, чтобы прикрутить уже вторую банку, я беру, собственно, взял саморез один. Это вот по классике. Они должны быть вот так вот. Вот так. Все, баночка мне больше не нужна. Я так прикрутил. Все. Беру крышечку вторую. Саморез. Так. Ну так вот берем. Ну. И, собственно говоря, закрыли. Все. И не падает. Можно грузить. Итак, подытожив, могу сказать, все это обошлось мне очень недорого, вот этот весь порядок. То есть, для примера, вот этот фанерный щиток на ближайшем рынке инструментов и всего того, просто этот обрезок я купил за 100 рублей. Саморезы можно купить, здесь не более 50 штук, поэтому в целом там плюс-минус они обходятся рублей 100-150, вот, чтобы вот это все прикрутить. Баночки в ближайшем магазине полимерных товаров тоже они обходятся рублей 60, причем обе, по-моему, если я не ошибаюсь. Самое дорогое это вот эта магнитная планка, которая обходится в 250 рублей. По сути, я, наверное, еще парочку здесь прикручу, чтобы было намного удобнее вот это все выкладывать. Сами доски, если брать вот прям очень дорогое, ну, мне не обошлись, ничего они мне не обошлись, потому что мне их подогнали с ближайшей стройки, где там что-то разбиралось. Я просто подошел, сказал: ребята, а вот нужно? Они говорят: да нет, не нужно, мы все равно сжигаем, забирай. Я забрал, чуть их почистил, и, пожалуйста, у меня полки. По итогу
Если вот так глобально взять, все мне обошлось, ну, рублей, наверное, 700-800-1000. Что ж, все аккуратно, все достаточно лицеприятно выглядит. Ну, конечно, если запустить сюда женщину, здесь будет, она скажет, что все, как так? Ты неряшлив, все хаос. Нет, мужики, для нас это все аккуратно, все под рукой и все красиво. Что ж, с вами были Бородатые Советы и я, Реми Демеев. Да пребудут с вами боги гаражей. До новых встреч. Пока.